Так, все, начинаем, ребят. Поехали тогда. А где остальные? Нас 4 же было. Так, двоих же удалили. А, да, точно. Поехали. Итак, ребята, всем ассаламу алейкум, на связи диванные эксперты. Эксперты здесь, диван здесь, так что начинаем. Поехали. Как дела у вас? Жақсы. Ойындан кейін манай біраз төмен. Как вы заметили, у нас сегодня 4-й профессиональный медиа-эксперт. На связи у нас в гостях Бека. Бека, как дела? Да, хорошо, спасибо, что позвали. Вот, Смотрел ваши 2 выпуска. Тебя не стошнило? После нас. Так мы же тут сидим, диван на свое мнение говорим, а ты От нас, как? от нашего выпуска. Да нет, пытаетесь. От нас, от Илима. Нет, молодцы. Нормально? Есть к чему расти, конечно, да? Ал бұл Есть к чему жақтан расти. енді өсуге бұл жерде ілейін. Я напоминаю, что Бека работает все еще в Абдушате. Сегодня мы узнаем настоящие профессиональные футбольные мнения. Внутряк. Да, эксперт футбольный. Так что вся надежда, Бека, на тебя сегодня. Без зондов, не меглы, трасны. Нормально? Все. Да, Что-то так сейчас. ответственно скинул. Профессиональное мнение. Вопрос. Написано уже нормально, понимаешь, да? Понимаю. Если имею в виду вопрос буду задавать. Всё. Окей. Итак, ребят, перед началом нашего выпуска мы хотели разыграть, сказать победителя, кто выиграл футболку от Манчестера Юнайтеда, чтобы потом не говорили, вы толпали, Угадали парочку людей, но один человек был первый. Вот самый первый чувак, он вот 4 дня назад написал 2-0. 2-0, как зовут-то? Исламбек. Исламбек. Короче, мы скриншот сюда поставим, Буйса ушел уведенным курсом, футболка Налпет, без гадя с инстаграмдан, футболка твоя, красавчик. Жалко, что ты написал 2-0, мы проиграем. Я думал, ты напишешь, мы выиграем на 2-0. Вот наши патриоты, это Кыргызстан. Может, он просто 2-0 написал? Нет, там так и написано. Кыргызстан проиграет 2-0? Да. Мне кажется, из-за него и проиграли. 3-0 Қырғызстан ұтады да енді мүмкін 3-0 ұтыламыз. Итак, ребята, 2 красных, 2-0. Минимальные шансы, да? Минимальные шансы. Минимальный шанс. Давай сперва обсудим Матч. про матч. Да. Начинаем матч. Я готовлю, как всегда, свой аш. Там готовлю такой. Я не успел стол накрыть, а уже красная карточка. И у меня все полетело. Мы и так были в команде номер 2 в этом матче, а еще и красная. Мы команда минус даже 3 колдак. Я думал, уже будет разгром 6-5, ну и, короче, настроение жестко упало. Ойын бойынша қызыл карточкалар бойынша да сразу. Башында эле айткандай эле биздин курама команда азыр эң жакшы командалардын бири болуп эсептелет да. Ошондуктан ар бир линияда бизде өзгөчө коргонуу линияда бизге мындай жакшы опыты бар мүмкүн защитник жок болуп калды. Эгерде ошонун ордунда эле Китчин болгондо, менин оюмча, ошол моменттерде оюн башында эле көрүнгөндө биздин защита, биздин коргонуучу линия чын эле жакшы даярданып, агрессивно, жакшы встречали. Первые 5 минут аябай жакшы баштаган. 5 минут нормально отыграли. Ой, аябай жакшы Вот на поле вот офигенно вышли. Прям 8 минут нормально отыграли, да. Анан опыт жок экен. Гимн ырдаганда көрдүңөрбү мындай? Да, как Италия окшош прям. Ошонусу жакты, бирок ошол жерде орусча айтканда переусердствовали да. Күйүп кетишти. Күйүп кеткен эмнеге? Анткени алар жаш оюнчулар. Алар ошол жерде опыт жетпей калды. Ошол линияда бир эле опытный игрок болгондо ошо күйгөн байкап чуть-чуть болсо да успокоил бы. Ошол кызыл кагаздан мындай можно было избежать. Менде неме суроо да, ошо кызыл айып кагазы туура эле берилди. Тура эле. Мен биринчи көргөндө биринчисинде Я извиняюсь. Что скажешь? жок ошо биринчи сары кагаз берилген да. Андан кийин варды карашты. Варды карап туруп кызыл берилди. бирок чын эле ал жакта карасам прямая нога. Ну, я вам так скажу, мне кажется, если бы это было в нашей кыргызской премьер-лиге такого момента, так как ВАР нету, судья бы, мне кажется, просто бы Айзара так словесно предупредил, сказал, больше так не делай. И в первом эпизоде показалось то, что это была желтая, да? Да. Но когда судья пошел смотреть ВАР, это чувствовалось то, что сейчас будет красная, да, потому что там он реально влетел. То есть, мне кажется, по делу первая красная была, как и вторая. Кайталоодо көрсөткөндө деле бул 100%
қызыл карточка менің ойымша. Бұл Неме жақта бирок дагы кызыктуу. Ар бир выпускта кызыктуу факт айтам го. Мында да. да. Вардагы судья ким экенин билесиңерби? Там да, же вы Япония, знаете, Япония да? Варда. Фучинг. Фуминг. Фуминг. Который нас Да. судил в Нас прошлом судил. Аравии. Да. ОАЭ. Да. Ой, да, когда мы проиграли 1-0 вроде. Когда нарисовал этот пенальти. Да. То есть, мне кажется, это неме деген бар го? Не коет, кандай бир. Биздин шайтаныбыз дейсизби, не дейсизби? Карамышыгыбыз дейсизби? Матч был уже завершен в начале матча, да? Матч был завершен тогда, когда назначили судьей, кого вы там говорили, шайтана, Фомина. Бірақ ал бар системада отырғанда деле сіз айтып атпайсыз ба қызыл карточка алғанда эле ал ойын бүтүп калды депчи. Мен дагы красныйды көрсөткөндө эле мен да ойлогом бүттү деп. Бирок кайра 5 минут көрдүм. Я поверил. Мен ишендим да азыр биз киргизебиз. Шот 1-1 болот, бирок биз биринчи өткөрдүк. Биринчи өткөргөндөн кийин дагы биздин балдар, жигиттер, мен чоң ыраазычылык духу түшкөн жок. Биринчиден 10 эле ойноп атышат. Анан Мы там сколько? 37 минут вроде играли 0-0, да? Вроде. Когда забили первый гол? угловойдон кийин Под конец первого тайма, да? Вот, мы целый тайм играли десятером с Саудской Аравией. Жарым саат ойнодук да ошондо оно. Тем более не было особо таких серьезных атак в наши Ну, ворота. если честно сказать, и схему, которую выбрал Таркович, да, перед игрой 5-4-1, это очень классно. 5 защитников, это достаточно хорошая была, ну, идея, по крайней мере, да, против такого соперника другого уровня. И то, что, мне кажется, Саудовская Аравия тоже не показала такую блистательную игру. Бирок Мне кажется, если мы играли 11 на 11, возможно, бы ничего закончился этот матч, потому что у них только навесы, однотипные атаки. И, в принципе, я скажу, и в девятером мы парни бились, если Как раз, честно. да. По Так самоотдаче мы- 0 вопросов. Так мы и девятером нормально отыграли. Всего лишь один гол забили, когда нас было 9 человек. Всего лишь один гол. В принципе, если бы не эти удаления, то мы, может быть, даже и выиграли, я думаю. Айзер, удаление. Кто? И... Айзар. 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 Я что сказал? Айзер. Айзар, удаление. Кайсы Айзерди го? Вроде бы один тайм как-то нормально отыграли. Я хочу тут отметить то, что вместо нападающего Коджи вышел Батырханов, и мне кажется, он отыграл намного лучше. Ошо мен биринчи, экинчи выпускта айтпадым беле? Батырханов мындай аябай прессинг кылган оюнчу да. Батырханов Вот, и заметили, чарчатып коргоочуларын да эмне деп койсо кыйнап турат да, мындайчы мындай жөн тура албайт да аларчы. аларга сразу иштеш керек. Ойлонуп, мисалы үчүн коргоочулар ойлонуп мындай карап пас берет да, а Батырханов антирбейт, келе калат. Вот, и заметили, весь второй этаж, я не знаю, как Батырханов вроде ростом невысокий, но он выигрывал, сражался до конца, все вот второй этаж он выигрывал нападение. Так они в первом тайме постоянно выбивали мяч, там оказывался Эрнест и Кайрат, который тоже Ростом. подбирал этот мяч и тоже Вот. против троих вылетал. И как-то пытался тоже, да? Но мне кажется, Конечно, сил мало было в атаке, очевидно, да, то есть и я тоже смотрел статистику по флеш-скору, 0 ожидаемых голов, 0.00. Один удар за весь матч. Один удар, и то не в створ. Ну, там многом говорит, да. ну хоть как-то выделяемся в Кубке Азии. 20 Кыргыздарго чисто любой жерден. Публикация 4-3-3 да В жүрөсү. историю уже вошли, по крайней мере. Вот, Как уже и вошли. сборная Там, 2019 короче, года. там из еще выдающихся наших моментов в 4-3-3 аккаунт попал Браузман, если вы заметили. Там, короче, да, радуется Саудовская Аравия, а на заднем фоне Браузман. Так что первый, или как, один из первых кыргызов, который попал в 4-3. Ага чейин Бектас Алмазбеков кирген илгери. Я говорю, один из первых. Эрнест один из тоже первых. попадал. Да, Эрис Батырханов биринчи болчу, Когда мы Бразманга. 4-3 Малайзии проиграли, Эме по-моему. жок, эме эң күлкүлүү ошо 4-3-3 боюнча Кубок Азии немеси, афишасы бүт футболисттер Азия игрока сборной биздики издеп атам да. Мирлан мырза айтып койчу. Если я найду, я скриншот отправлю. Бияка коесуңар, там Мирлан байке турат да бурчтачы. И Хотя он не играет, да? да, хотя он не играет. Очень обидно. Короче, вот такой вот новость. Я пригласил Антона Землянухина. Он согласился прийти на наш выпуск после матча Омана. Так что быстро ждем Антона. Отвечайте, да, Антона, чтобы он пришел к нам Ему и... будет что сказать. Эгерде кандай суроолоруңар болсо Антонго жазып койсоңуз болот. Да, комментарий. может, уже Алдын ала подготовить, так что, да. Так что слышал, Антон, так что давай готовься. Антон байке абдан ачык киши, ошондуктан каалаган сурооңор жазса. Хочу просто отметить, чтобы все вы знали,
когда мы только начинали вот проект фристайл, только-только вот нас никто не знает, никто не признает. А тогда Антон был прям на пике популярности, и мы его написали, думали просто, по приколу. И он ответил, мало того, что он еще пришел на наш выпуск, и там вообще кайфовый чувак, какой человек, респект. Мы вас ждем. Первый гость, Антон. Мы вас любим. Да, Как он любил вот так праздновать? Да, так он вот. еще так фотоется на этих. Да. Да и как футболист, по-моему, самый талантливый, мне кажется. Техничный. Его надо было брать, Не раскрылся до конца просто. Может быть. Второй тайм. Второй. Окей, поехали. Вроде бы начали нормально. Экинчи тайм биринчи таймдан караганда уверенирээк чыккандай көрүндү. Анткени аларда алдын ала бир игрок жок. Алар эки эсе мотивация менен чыгыш керек албетте. Ошол мотивация чыгышты. Ошол матчты көргөндө я көптөн бери мындай нерв болуп болчумун да, чын эле. Я просто там килограммы там жизни оставил. Анан ошондо оюн жакшы кетип баштаган. Анан красныйга чейин заменаларды туура колдонгондо заменалар абдан кеч колдонду. Эгер байкасаңар, көрдүңөр да, уже шанс жокту чыгарды да эмнегедир. Нет, 5-6 минут калганда. Ага, чейин были уместными. Уместный, но не вовремя, да? Анан мэр красный алды, ошол эле кайра эле да, полузащитник аянтчанын тең ортосунда алдында турган игрокко подкат кылган бул. Мен да ошону түшүнбөй калдым да. Нет, зачем? Жок, ошону түшүндүрөйүн да. Поле. Эмнеге? Опять-таки ошол суроого кайра келип калабыз да, жаш игроктор. Аны Сколько өтүп лет кетти. Мерку? 21-22 ашып кетсе. Андан өтүп кетти. 2000, ну, 23-28 месяцев. Вот, ошондой эле болуп атат да. Ал адан өтүп кетти. Ему это не понравилось, в любом случае. Чоң арена ойнап, аны өтүп кетти. Ал күйүп кетти. Эмнеге Еще и сзади, да? Ал вообще проигрышная ситуация. Там просто толчок, это уже желтое. Ого. Ал түрткөн ордуна эки бутону кайчылаштырып, монтур эле кесип Мы алды. проигрываем. Да, Мы в безусловно. меньшинстве, а Сен- он еще залетает. Тем более, сзади. Мерк один из ведущих игроков биздечи. Надежда на него. Но ал ошол подкатты кылган түшүнгөн жокмун да. Анан мен как көрөрман катары такыр аны түшүнгөн жокмун. Мейли аны чөт бири болуп атканда мындай бирге жекеме чыгып баратса, Вальверде ошо сындырып салса, аны түшүнсө Фол, болот. последняя надежда. Надежда. А тут, в центре поля. Ошон Просто так. арбитр кечирип койсо болуп беле, болбойт беле? Мен оюмча кечирбеген тууралуу. Ортодо болот. Мен оюмча кечирбегени деле туура болмок. Туура болду и кечирип койсо деле болмок. То есть Да, ну там просто, он же тоже будет отчет сдавать после Да. матча. Там было реально по факту. Сзади, прямая красный, нога. по мячу не попал. Да, тем более еще и сзади. Ну зачем так Ошо играть в центре неге поля? зачем? Потому что бул жакшы игроктор. Опять-таки опыт жетпей калды. Бул жакшы бир пример да бизге. Мгм. Эмки турнир болсо, с конечно, Таркович ойлонсо жакшылап. Мен оюмча ар бир линияга кайра эле опытный игроктор керек. Абдан жаш балдар алып, мына ошол эле Гүлжигит Алукулов деле буга чейинки турга эмен Оман менен, Таиланд менен ойногондо деле жол алган, ал деле на ровном месте. Ну, в футболе бывают как и жесткие фолы, так и грязные фолы. Кажется, ну, не кажется, а Мерка фол это именно грязный. Грязный фол, да. Потому что он сзади, ну, мы уже поговорили насчет этого, в центре не было смысла вообще. Отбирать или вас И вступать держать в головой отбор. то, что ты уже в десятером играешь против такого соперника, уже твои игроки наелись. Окей. Короче, мы посмотрели два матча нашей сборной. Жок, Окей. да бир момент бар да, ошол эле матчтачы. Үчүнчү момент, экинчи гол киргенде. Токотаевдин ошибкасы, ошибкасы эмеспи да бул? Второй гол. Ал рикошет болду Ну, ал. там рикошет был. Жок, негизи ошондо кетсек деп атпайм. Эгер Токотаев жеке Токотаев болсо, ага сон келе аткан ал кулак то, что хотел. Зачем, да, тут кулакам? Надо же... На него правильно летело, он-то хотел выбить. Анан рикошет болгондо, он уже не успевает уже принять решение. И албетте бул менин оюмча анын катасы деп айтканга. Ну, сперва я думал, то, что это ошибка Токотаева, потому что, ну, незаметно Рикошет было, был. да, он как-то нелепо он отбил вот так, а потом, когда посмотрели повтор, замедленный этот, тогда заметил, что мяч летит вот так, от рикошета потом меняет траекторию свою. И это сильно повлияло на решение Токотаева. Он не мог уже просто переориентироваться и как-то получилось, что получилось. И ошон үчүн это не его косяк. Ну, при этом были у него, и в первом тайме, я помню, он пару хороших сейвов, да, сделал. Но он Да, целый да, матч, да. да, он нормально И, тащил. ну, Токутаев, вот я не понимаю, он сам по себе хороший вратарь, он делает сейвы, он с Малайзией, помните, сейвы делал, в прошлом матче с Таиландом сейвы делал.
в этом матче Саудовская Аравия все видел, но при этом он и ошибается индивидуально. В прошлой игре с Таиландом первый гол тоже, да, возможно, не в центр бы отбил, не пропустили бы первый, да. И Саудовская Аравия, ну там тоже от Сагынбаева, да, рикошет был. эгерде Тоқотаев жөнүндө айтсак, чынын айтканда эгерде Тоқотаев ошондой деңгээлде оюнду көрсөтпөгөндө, но 2-0 эмес, 3-4кө жакшы эле мындай Скорее всего. бармак да. Менин оюмча. Удар после удаления. После удаления Айзара, ошол эле штрафной. нормально, блин, Ошол да. эле. Да, сразу же. Ошол эле. Даже закинули, даже в АФК. АФК салды, и АФКнын надписин ким окуган болсо, все помнят, снимаем шляпу перед Тоқотаевым деп атат. Блин, ну... Менин оюмча, ал АФКда, Кубок Азияда, Азиянын кубогунда жакшы эле скауттар бар. Менин оюмча керкилерди шорт кисине Тоқотаев деген фамилия менин Я оюмча уже кетти да. прочитал где-то новость, то, что той клуб, который играет в Лиге Чемпионов Азии, Аль-Насыр, там, с Роналду, там, уже интересуется с Браузом. Бразмы? Да. Окон жокмун. Да, ну вот... Анын өзүнөн сураганда ал жок деп коюп жооп берди бирок. Может, Серьезно? өтүп бараткан Ну, я сураган. не знаю, вот недавно прочитал в Инстаграме, то, что интересуется нашими игроками. Ну, это офигенная площадка, чтобы наши игроки показали как минимум на Азию, как максимум на весь мир. Посмотрели вот 2 матча, уже знаем, кто как играет, на какой позиции. Как вы думаете, примерно состав на следующий матч? Ну, 2 прямые красные, учитывайте то, что Айзара и Мерка не будет. То, что Мерка не будет, мне кажется, это... Аябай жакшы. Нам это хорошо, да? Анткени мен аябай Фархат Мусабековди дагы эле күтүп атам. Кстати, он же не вышел за последний матч. Ошону айтып атам. Фархат Мусабеков дароо эле айтып кетсе чыккан бул жокпу? Нет, не вышел. Алмашканада чыккан жок да? алмашууга күткөм мен. Анткени биринчи эме мен Таиланд менен ойногондо ал алмашууга чыккан. Мен бул матчта да күттүм. Бир жаш бала чыгарды, аны телекаршы билбейт экем. Анан эме чыкты. Я рад, то, что нападающий вышел новый, Да, Салай. да, ошолор айтып атам. Жаш балдар чыгарды. Мен Фархат Знаешь, Мусабековду күттүм. А нападающий Салай в сборной, который играет. С Невчи? Токтусунов, Дастан? Токтосунов. Да, Токтосунов, Нефть, не что ли, Токтосунов, да, Токтосунов. Нефть. А, ну, Жана опорник чыкты го. Жакшылыков, да? Жакшылыков. Кабдыржанов? Кадыржанов, да. Здорово. Жакшы ойнойт экен. да? Немен вот, ораш молодой талант. Абдрахматовна чыкты да. Мындай топту кармап, 1-2 өтүп пас бергендер жакшы экен да. Бирок ошол ойлоп койдум да. Эгерде ошол экөө Абдрахманов менен Кадыржанов экөө чыкса, анан Фархат үчөө ортодо болсо, жакшы оюн болчу да экен деп койдум. Может быть. Мне кажется, что на нашей команде вот все-таки не хватает Алимардона Шукурова, который играет в центре, начинает атаку изнутри и вообще успокаивает игру. Ал прессингде жакшы кылчу да. Ну вот. Чаршабайт да. Не знаете, есть в списке в матче с Оманом? Он Шукуров заявка. Остановился. Но, насколько я знаю, на сегодняшний день он до сих пор индивидуально тренирует. Да. Блин, это... Ал өзү да айтты, мен азыр даяр эмесмин деп. Жооп бергенде да мындай. Неуверенно жооп берди да. Понятно. Но если бы играл бы Алимардон и Эрбол, игра бы была бы, мне кажется, может и Таиланда выиграли бы, может и... Таиланд тутмак. Да, может и с Аравией по-другому было бы. С такой с Аравией. Ну да, это был бы, скорее всего, другой футбол, потому что если бы был Абдурахманов, допустим, а выше играли Эрбол, Атабаев и Алимардон Шукуров, мы бы и держали мяч. Вот, и нормально И, держали. скорее всего, другая игра в центре была, и она бы, мяч больше бы держался у нас, да? Мы его видели. Топ бизде болгон кезде биз көбүрөөк атака кылабыз. Албетте анан Батырканов, Шукуров, Эрбол Атабаев, Гүлжигит Алыкулов. Давай сейчас соберем состав на следующую игру. Допустим, вот мы с Виктором выбираем линию полузащиты, ты выбираешь... От вратаря начнем, давайте. Ты выбираешь вратаря, Саламат выбирает защиту, я нападение, полузащиту, ты нападение. Короче, Тоқотаев. Мен ойлонуп көрөйүн жакшылап, Защита. Кого ты выпустил? Вратаря Токутаева оставили. Конечно, в любом случае. Защита болгондо ортого Айзар жок да азырчы. Браузма менен Козбаев чыгат го дейм ортого. Бул четке Каражыгалбек уулу оңгон атка, солгон аткалса Мишенко чыгат да. Вот. А в этом матче еще играл Бекжан Сатынбаев, да? Мне кажется, он чуть-чуть, не знаю, как-то не доигрывает, то ли эти матчи он играет немного слабо. Не кажется вам? Как защитник, он отбирает, он выигрывает мячи, но как распасовщик продвигает атаку, немного слабо. Мне кажется, надо попробовать посмотреть других игроков.
Ну, Мищенко, если честно, вообще был сюрприз, то, что он вышел, потому что, насколько я помню, он летом получил серьезную травму, Да. и это была его первая игра с тех пор. И мне кажется, он был одним из лучших в прошедшем матче. Он в обороне отыграл конкретно, то есть его можно рассмотреть, да, как справа, так и слева в обороне. Жаңа аяғында матч бүткөндө көрдүңөрбү, Мищенко бар да көрөрмандарга жалгыз барып ошол жерде көрүп жакшы деди. Мындай көңүлүм көтөрүлүп калды. Настроение чыга турган матчтан кийинчи. Анан биздин эл мындай турат, бүт бар колдоп атат. Анан Мищенко барып желекти көтөрүп минткенден туруп жакшы деп кичине мындай кичине болсо да матч Бүт жерде жүрдүк го. матч А что, бүткөндө трансляция продолжалась, что ли? О, Я не видел. Я матч закончился и... Да, там даже видео есть. Да. как он- Экинчи гол киргенде телевизор өчүп калган эркекче. Окей. Защита есть, полузащита. Я скажу, в центре хочется видеть как опорника Одильджана Абдрахманова. Хочется видеть в основе Фархата Мусабекова. И третьего полузащитника можно поставить, мне кажется, кто еще у нас есть? Это же мы просто так выбираем, Али Мардана можно выбрать. не азыр Нет, тот, что будет играть. А, Да. Душебеков немного, чуть-чуть он, мне кажется, атаку начинает немного слабо. А есть ли молодые немного? ну Кадыржан Кадыржан. Который, да, Замена. да, он отлично показал, мне кажется, последнюю игру с Аравией. Мне кажется, его надо выпустить и пробовать, дать ему опыт, время игровое. 3 полузащиты и 3 нападающих. 3 атакующих игрока. по-моему По-моему, это он. Ну, Сделаем 4-3-3. Не знаю, многие хотят Бекназа видеть, да, в старте. Многие спрашивают, я вижу, читаю комментарии, да. Честно, не знаю, по мне Алыкулов тоже незаменимый игрок, но в этих 2 матчах, ну ладно, во втором Саудовской Аравии там мало что было показать, но в первой игре тоже не особо впечатлило, я не знаю, возможно, Таркович смотрит Бекназа слева. Справа в обороне уже Кайрата, да, поставит. Я бы, конечно, Кайрата, как и в Абдушите, справа в атаке хотел увидеть, потому что обострение от него больше всего. И вообще он на себя много берет игру, у него получается, он физически очень сильный игрок, да. Эрниста в нападении по-любому, Эрниста. И, ну, если Кайрат в обороне справа, то, возможно, может, Коджо справа сыграет. Не, ну в центральный же. Я бы Как выпустил бы, попробовал бы Атая поставить, Джумашев. Он, мне кажется, тоже скоростной и Да. пробивной игрок. Почему нет? Ну, это наш состав, а Таркович состав, я думаю, он не совпадет с нашим. Ну, это чисто наше экспертное мнение. Да, Атай Джумашев, почему нет убегать на контратаках? Он самое то. Вот, я же смотрю Мотор. матчи Мотоцикл, Абдышки, да, который он не прям остановится. нормально так заходит. Больше всего голевых отдал в крымской премьер-лиге Атай Джумашев. Сколько? 17 голевых передач. 17 Ол еще... Во всех турнирах. по всем турнирам. Ну, Во всех турнирах биз еще не забываем биздин аянчамен гол да. Вот. Ал жакта түзүрөк, ал жакта передачалар андан да жакшыраак кетмек. да, ему по флангу, мне кажется, пролетет и навес. Атай Жумашев бирок түзө турган адам жок да ошонусу бар Батырканов и так, и так. жок эми Жоқ, Алыкулов қол қояды, Батырканов шығады. бою узунаак болбой коргоочуларынчы ал жакта эми баары бир тем более баягы Саудовская Аравиянын коргоочулары бүт бар бойлору узун Да, экен они прям здорово, как будто жеке эч кимди өткөргөн жок. как будто 9 жаштағы бала, анан кейін 4 жаштағы бала, ғой, реально Вы здоровый. видели рост игрока, который забил первый гол нам? Да. Он, по-моему, в баскетбол играет. Он слишком высокий. Пиздец, нахуй, блядь. Ну так, я быстро скажу насчет биринчи гол боюнча. Видели, когда... Не, это просто для нас. Топту тепкенде көрдүңөрбү? Токотаев внутри ворот оказался. До удара. Да. Он потерял позицию, я ошондо обидно было, честно. Он Прям очень. сперва, он просто... Да, угловой отскочил, хаос, да. Хаос в этом... Просто голду зоне. көрдүм, Токотаев уже внутри, я такой, Но там, мне кажется, по позиционной ошибка Мищенко. Мне кажется. Потому что это его игрок был, его позиция была, ну, левая Просто защита. там все ошиблись, если Ну, так просто момент был такой хаосный, атака, удар, Да, Токотаев чуть штанга, потом обратно навес и гол. Как-то так. Так, эмки матчта Оманды... Вообще, у нас есть шанс выйти теперь? 2 Үчүнчү проигрыша, бесамен? 2-2-0, 2 красных. негизи бар да анан мен андан кийин матчтардын баарын көрүп атам да Ну? болгон бүт баарын көрүп атам Оман. кечээки матч жакшы бүттү Китай утулду биз үчүн жакшы Китай азыр үчүнчү местодо 2 очко менен андан Все, уже кийин это последний тур идет. анан Да. бүгүнкү матч бирок кичине туура эмес бүтүп калды анткени Сирия менен Сирия, да. ким ойноп атты эле Флаг у них странный. Давай, Флаг у них такой странный. Ливан, что ли? жок Сирия менен
Сейчас скажу, сейчас. Сирия Индия уш керек, Индия Индия. уш. Сирия 1-0 утуп кетти. Мен ошондо либо Индия утушун каалагам, же тең чыгуусун каалап турдум да. Бирок Сирия 1-0 утуп кетти. Бул бизге жаман Анткени бизге ким келип калат такта, бизге ким келет эле? 4 команды. Выходит 4 команды. Азыр Иордания менен Гонконг ойноп баштады го дейм. Гонконг, Палестина, по-моему. Палестина и Гонконг, Палестина. Ошондо Палестина эмес, Гонконг утуш керек да, колдон келсе. По-моему, там ничью должны сыграть. Же ниче уш керек. Потому что нам надо, чтобы сейчас третьи места забирали 2 очка. Да. 3 уже нет. Тут, оказывается, есть рейтинг на сейчас, 23 января, сегодня, да? 9 часов вечера, а первое место занимает Сирия с 4 очками, а второй Бахрейн 3 очка, да. Третье место Индонезия 3 очка и 4 очка у Китая. Бирок азыр Индонезия менен Бахрейн өкүндө тең 2 деле матч бар азыр. 3-нчү матчын ойной элек алар. Ну вот, если они даже ничью сыграют, это уже херово для нас. А если 3 очка, там уже будут смотреть по... Ошон үчүн бүгүн Палестина менен Гонконг ниче ойнош керек да биз үчүн. Желательно 0-0 даже, да? 0-0 же болбосо 1-0 менен Гонконг утуп кетсе бизге жакшыраак болот. Опять-таки будем надеяться на других, чтобы выгодно было нам. Ну, опять же, надеяться на других, но самому не плашать, да, потому что и Оману нужна победа, чтобы выйти из группы, потому что они сейчас тоже никуда не уходят. У нас 0 очков, и здесь принципиальная игра будет. Оман еще против Саудовской Аравии просто Хорошо отыграл. Аябай жакшы ойноду менин оюмча. Анан ошолор 95-минутага чейин алар 1-1 ойношту. Вот. 95-ке чейин. А с Таиландом 0-0 сыграли. С Таиландом 0-0 сыграли. А ошол эки бирок токтогулук эми анын түшүнүктүү, бирок ошону эле айтып атам да, Оман биз билген Оман эмес. Менин оюмча алар күчтүүрөөк азыр. Анан биз баарыбыз ойлогондо Таиландты деле утат деп баарыбыз ойлогонбуз, кайта Таиланд бизден 20 эсе эме рейтинг ФИФАдан ылдый деп ойлогонбуз да. Азыр Оман менен да көп азыр көрөрмандардан сурайсың, достордон сурасаң, ой, Оманды утуп эле жүрөбүз го деген ойлор бар да. Менде деле вот ичимде бар ошондой, ой, Оманды утуп эле жүрөбүз, бирок башка Оман жөн эле утпаш керек азырчы. 2-0 же 3-0 кылыш керек. Колдон келсе көбүрөөк гол менен утуш керек да. Колдон келсе еще будет. Желательно 4-0. Желательно, потому что у нас 4 есть пропущено, минус 4 у нас сейчас. Бирок биз канча гол киргиздик бул Азияда деп? Красный бар го bizde, это что? У нас самый больше всех по красным карточкам, первое место. Одна из интриг будет, забьет ли наша сборная на этом Кубке Азии. Да, хотя бы. Ким киргизбей? Китай киргизбей эле бүт да. Китайда 1 гол киргизбей эле ыргып кетти. Серьезно? Вообще? Блин. Я... Эки тең чыгуусу болду 0-0 менен. Анан кече 1-0 го 2-0 утулуп калды. Эгерде Китай менен Кыргызстан чыгып кетсе, ыргып кетсе, бул мурунку Азиянын 1/8 чыккан командалар ыргып кеткен болот экен да. Менин оюмча бул Азиянын соперничествосы күчтүүрөөк болуп калдыбы же? Вообще похуй. Короче, ребята, в принципе, шансы есть. Будем надеяться на нашу сборную, чтобы забили первые голы в Азии. Вообще первый выигрыш в команде, чтобы выходить дальше. Гол киргизген мындай дамын татайлычы. Да, давайте, жигиттер, колдойбуз, давайте 1 гол эмес, 4 гол, 5 гол киргизип бизди сүйдүргүлөчү, а биз силерди жакшылап колдоп беребиз. Гол кирсе биз экинчи жер түтүрө калабыз бул жакта. Дегенде. Чё? Чашки. Нормально. Да никто не умер же, блядь, землетрясение. Нормально. Что, куда я наград пришел? Поэтому будем поддерживать нашу сборную. Пишите комментарии, свое мнение, лайки пишите, делитесь этим видео везде, поддерживайте кыргызский футбол, а мы будем стараться радовать вас новыми видео и новыми нашими мнениями, экспертами. Есть в гостях был Бектур, футбольный эксперт, Абдушата, а мы с вами кыргызский стайл и наш диван. Кстати, Антон Баке келгенде кырыша калса эди. Принципиально. Антон Баке кандай сиздер? Бүгүн кырышал эмес, очереди келип калды депчи. Арабаңыз. Он такой арава, да? Малжан аман. Все, закончили. Малжан аман. Мирлан Бакен чыгыш керек, прямой эфирден көрдүм, бля, агрессивный го, бля. Вот Ивана точно надо позвать. Ебать, такой взрыв.